Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова. Наши режиссеры Екатерина Голикова, Мария Новгородова, а в нашей студии гости. Сегодня у нас врачи. Посмотрите, какая красивая семейная пара. Я с удовольствием их представлю. Невролог Маргарита Воробьева. Маргарита, здравствуйте. И нейрохирург Эдуард Воробьев. Эдуард, добрый день. Здравствуйте. Спасибо, что вы разрешили обращаться к вам по имени. Я очень рада, когда к нам приходят врачи, потому что тогда этот эфир становится полезным для всех людей, и мы можем пригласить абсолютно всех без исключения к экранам, к радиоприемникам, к гаджетам, чтобы наши слушатели и зрители как-то нашли какие-то ответы на свои вопросы. Кто захочет позвонить в нашу студию и задать свой вопрос, телефоны 32 0066, 32 11 66. Говорить мы сегодня будем о профилактике и лечении тех заболеваний, которые находятся в области вашей специализации. Но начать я хотела бы с такого определения боли, которое это не я так оформила, это оформила секретарь Алла, с которой мы общались за кадром. Мне очень понравилось, потому что это достаточно точно. Она сказала, что боль бывает у человека, да, она бывает ледяной, жгучей, электрической, хронической. И самое то, что мне запало, это то, что боль меняет личность человека. Мне кажется, это очень глубокая фраза, потому что действительно под воздействием боли может меняться характер. Естественно, будут меняться привычки, качество жизни. И очень важно вовремя эту боль распознать, на первых каких-то аккордах, да, обратиться за своевременной помощью, диагностику провести. И, конечно же, без врачей этого не сделать. Давайте, наверное, начнем с того, что к неврологу, к нейрохирургу, с какими проблемами обращаются, с какой болью обращаются к вам пациенты. Кто ваш круг пациентов? Начнем с того, что иногда я спрашиваю пациентов, вообще боль — это хорошо или плохо? Они говорят, конечно, плохо. Но на самом деле боль — это защитный рефлекс, да, то есть этот симптом говорит о том, что что-то в организме не так, чтобы обрати на меня внимание, да. Боль действительно нам помогает в этом. Если бы мы не ощущали боли, мы бы быстро, конечно же, вымерли. Вот. И боль бывает совершенно верно разной, да. Она может быть такой ноющей, острой, стреляющей, жгучей, холодной, да, как сказали. Вот. И там она имеет свои характеристики, то есть может быть, например, нейропатическая боль при поражении периферической нервной системы, это когда болят сами нервы. Там обычно не помогают обычные обезболивающие препараты, там нужны свои препараты. Противоболевые антиконвулсанты мы назначаем. Вот. Боль бывает механическая, например, там, если артрит, да, вот, на ножку наступаешь и болит, это механическая боль. Вот. А помимо того, что боль, она бывает такой помогающей, иногда, где-то 30% может развиться хроническая боль. Это когда человек терпит боль, ходит с ней больше 3 месяцев, и может развиться хроническая боль. Тогда уже локально в этом месте, где болит, как бы нечему болеть, там уже все зажило, да, но при этом человек продолжает чувствовать боль. Это происходит почему? Потому что наша нервная система привыкает к боли. Возникает такая сенситизация боли, и нарушается работа противоболевой системы организма. И с этим работать сложно, потому что обычные препараты, которые назначаются на первом этапе, когда человек приходит в поликлинику к терапевту, да, назначают ему нестероидные противовоспалительные, они обычно не помогают. Вот там нужен такой мультидисциплинарный подход. Спасибо, мне импонирует то, что вы говорите, что боль — это наш союзник больше, да, потому что боль нам говорит, обрати внимание на тело, да, обрати внимание на какой-то орган. И, скорее всего, что какие-то первые эти звоночки, да, мы все-таки чаще пропускаем, нежели реагируем на них, потому что, бывает и некогда, и думаешь, само пройдет. В вашей специфике невралгии какие первые симптомы должны насторожить человека, и какие первые симптомы могут говорить о достаточно
достаточно серьезных заболеваниях, которые нужно купировать сразу же. Потому что вот есть же, например, там пальцы там с утра, да, там бывает, что просыпаешься, пальцы не имеют, но думаешь, ну ничего, я сейчас там пальцы как-то поразотру, и нормально все будет, и вроде и нормально, там или голова кружится, да, или какие-то головные боли, ну, выпил таблетку, да, вроде бы утихло, и тоже вроде бы ничего, к врачу ты не идешь, потому что как будто бы ты справляешься сам. Да, действительно, мы очень много терпим и не уделяем себе достаточного времени. И как раз, когда мы уже обращаемся к врачу, проходит как раз много времени, и мы можем заработать какие-либо осложнения. Если брать, например, головную боль, да, то там есть красные флаги, в кавычках, которые настораживают самого врача, да, и должны насторожить самого пациента, которые могут скрывать, например, внутричерепное кровоизлияние, да, субарахноидальное кровоизлияние, объемное образование опухоли. Вот. Когда вот эти вот головные боли сопровождаются какими-то неврологическими знаками, тем же головокружением, может быть, инсульт. Вот их достаточно много. И я думаю, что если все-таки что-то беспокоит, нужно вот идти к врачу на осмотр. Эдуард, а пациенты с какой болью обращаются к вам? Нейрохирург звучит так достаточно устрашающе. Кажется, что этот врач — это какая-то последняя инстанция, когда уже совсем все плохо. Так ли это? Ну, к нейрохирургу обращаются с многими проблемами. Нейрохирург, он лечит заболевания головного мозга, спинного мозга, позвоночника, сосудов головного мозга. То есть, если так посмотреть, одна специальность, она достаточно такая широкая. Лечит периферические нервы, то есть боли в руках и в ногах могут быть. В основном обращаются с пациенты с дискогенной радикулярной болью, то есть это та боль, которая вызвана компрессией, то есть давлением нерва, который выходит из позвоночника непосредственно либо грыжей, либо фрагментом кости, либо ставшим в объеме больше фасеточным суставом. В основном такие пациенты. Они обычно лечатся в поликлинике. В поликлинике, если консервативное лечение не помогает, то есть не всегда же может помочь консервативное лечение, да, вот эти вот уколы, капельницы и так далее. И если в том случае, если вот доктор пролечил пациента, но он не видит тенденции к уменьшению болевого синдрома, обычно таких пациентов направляют к нейрохирургу, и мы смотрим, делаем МРТ, если уже там какие-то признаки сдавления нерва есть органического характера, да, то есть там грыжи и так далее, там съехавший позвонок вперед, то уже мы таких пациентов берем на хирургическое лечение. И вырезаете эти грыжи? Да, грыжи вырезаем, ставим металлоконструкции. В основном операции не подразделяются на декомпрессионно-стабилизирующие и декомпрессионные. Мы выполняем и те операции в зависимости от наличия показаний. Декомпрессионно-стабилизирующая операция, это означает то, что, допустим, вот есть, скажем так, спинной мозг, и он сдавился, неважно чем, да, допустим, он сдавился опухолью, или он сдавился отломком позвонка, или дегенеративным каким-то процессом, тогда мы должны освободить спинной мозг, он находится посередине позвоночника, то есть мы удаляем кости позвонка, и вместо вот этой вот кости, чтобы позвонок был фиксирован, ставим специальные металлоконструкции. И это гарантия того, что человек сможет дальше не менять качество своей жизни и быть там социально активным, или все-таки это уже какие-то ограничения? Значительных, очень сильных ограничений обычно не бывает. Тут хирургия подразделяется на большую и малоинвазивную хирургию. Хирургия может быть эндоскопической, да, если вот проблема небольшая, можно через маленький разрез удалить, например, грыжу, тогда последствия будут минимальными. А если там какая-то большая проблема, где требуется большая операция, там установка металлоконструкции, то, конечно, восстановление занимает какое-то время. Какая работа сложная. Ну, боли в спине встречаются, наверное, практически у всех людей, и у детей, да, и у подростков. Там много времени все равно проводим за компьютером, мало двигаемся. Ну, естественно, пожилой возраст, да. А можно ли как-то избежать вот, или отдалить там вот какие-то такие последствия с позвоночником? Что для этого нужно? Активный образ жизни для этого нужен. Обычно проблемы с позвоночником возникают у
людей, которые либо слишком много сидят, либо слишком большую нагрузку дают на свой позвоночник. Обычно, если когда человек, допустим, вот сидит с утра до вечера на работе, он не двигается, потом домой пришел, посидел, полежал, в таком случае мышцы, которые окружают позвоночник, они становятся меньше в объеме. И вот эти вот маленькие мышцы, они не могут удерживать позвоночник. Основная нагрузка идет на межпозвонковые диски, то есть это прокладки между двумя позвонками, которые амортизируют, грубо говоря, и суставы позвоночника, да, связки, и все они начинают преждевременно изнашиваться. Чтобы профилактировать вот этот преждевременный износ позвоночника, необходима физическая нагрузка. И физическая нагрузка, она должна быть правильной, то есть это не просто там ходьба или бег, да, это нагрузка, которая именно укрепляет поясничные мышцы. Это спортзал с тяжелыми вот этими гирями, гантелями, не обязательно заниматься. Без тяжелых, да, предметов. Да, обычно это гимнастика, это физкультура с небольшим отягощением, можно работать со своими весами, можно дома купить там мячики, можно купить коврики и делать специальный комплекс упражнений. Резинки. То есть, если у тебя крепкие мышцы, то значит у тебя больше шансов оставить вот свой скелет, да, в целом там позвоночник и спину, так, да? Да. А некоторые еще, чтобы укрепить мышцы, они пьют вот какие-то же есть там коктейли, да, которые укрепляют мышечный состав. Это правильно или это лишнее? Ну, обычно таких коктейлей, скажем так, ну, это все как реклама, маркетинг, можно сказать, да, потому что мышцы, не работая над мышцами, просто выпивая какие-то коктейли, укрепить невозможно. Мышца, она будет укрепляться, расти только в том случае, если есть физическая активность. Так природа и задумала. Тогда биологические добавки, которые говорят о том, что если там ты пьешь, то укрепляешь кости, это значит тоже тогда маркетинг. То есть кости укрепятся только если будут крепкими мышцы. Кости будут укрепляться, если делать физические нагрузки. Для того, чтобы кость укреплялась, нужна нагрузка на кость. Если мы говорим об лечении какого-то остеопороза, да, допустим, вот почему люди пьют эти препараты, чтобы в основном, когда имеется остеопороз, когда кости хрупкими стали, чтобы они стали крепче. Но вот эти вот биологически активные добавки, они не обладают доказанной эффективностью. Но есть специальные препараты, это препараты, которые укрепляют не будем, вот эти просто вот, состав, можно сказать. Вот эти вот кости, это не биологически активные добавки, это специальные препараты, которые разработаны для этой цели. Можно их колоть там 1 раз в месяц, или можно колоть их 1 раз в 3 месяца. Это все зависит от того, что насколько хрупкая кость. То есть вот человек приходит, он проходит специальное обследование, десинсометрия называется, и выявляется, насколько кость хрупкая. И исходя из этого уже выбирается схема терапии для укрепления кости. Вам, наверное, никогда не бывает друг с другом скучно. У вас общая тема, и вы друг друга можете дополнять, да? Потому что вот все болезни от нервов. Невропатолог – это вообще, наверное, самый первый врач, к которому нужно прийти, если даже у тебя проблема там с костями, потому что говорят, что даже может депрессия, да, спровоцировать там тот же перелом, да, потому что человек в таком состоянии, да, там, например, и какие-то другие заболевания. Ну, в общем, сначала, наверное, к невропатологу нужно всем, нет? Ну, не обязательно. Не обязательно, но я такой вывод сделала из вот своего личного опыта, потому что мне сказали, что врачи с высшим образованием, люди сказали, что причина каких-то вот телесных заболеваний все-таки первая изначально это психосоматическая. Вот мне так сказали, и я начала об этом думать и подумала, что да, все-таки мой врач, наверное, мне нужно было, во-первых, идти к невропатологу. Но я потом пошла, но не во-первых. А к вам с какими вот проблемами приходят люди? Что они спрашивают, что они просят у врача-невропатолога? На что жалуются? Так, ко мне обычно приходят уже после нескольких врачей подряд, да? Может, для второго мнения, либо если не получили эффекта от лечения у предыдущих врачей, да, обычно уже такие вот очень с различными осложнениями. Вот, это чаще всего хронические боли. Это хронические головные боли,
Бессонница, наверное, да, к невропатологу. Тоже, да. Кстати, про Мгм. бессонницу. Почему у людей настигает бессонница? Что происходит в организме? Принято считать, что это уровень тревожности повышается, гормон стресса высокий, да, но, наверное, есть какие-то еще и другие причины. И почему людям некоторым нужно очень много спать, чтобы выспаться, а кто-то прям спит совсем мало, но при этом очень активно ведет активный образ жизни. От чего это зависит? Ну, все индивидуально. Кому-то хватает, например, там, 5 часов, он чувствует себя бодрым. Как это узнать? То есть, если вот привычное время спишь 5 часов, но при этом днем себя чувствуешь активно, чувствуешь себя бодро, то это, скорее всего, ваша индивидуальная норма. Кому-то нужно побольше времени, допустим, да. Как это понимать только опытным путем? То есть ты спишь 5 Да. часов, тебе плохо, значит, ты спишь 6, 9, 10, пока не выспишься. Так, да? Только так. Так, и из других причин бессонницы это может быть депрессия. Депрессия тоже обычно так начинает проявляться. А невропатолог выписывает антидепрессанты? Да, выписывает. Мы выписываем антидепрессанты в основном при какой-либо хронической боли головной, либо телесной. Боли в спине, например. На сегодняшний день у нашего общества изменилось отношение к антидепрессантам? Или, на ваш взгляд, как врача, или люди по-прежнему опасаются принимать такие препараты, потому что боятся привыкания, например, или боятся каких-то побочных эффектов, которые же есть у антидепрессантов, как у любых лекарств? Да, сложилось такое вот мнение, что если я буду принимать антидепрессанты, я стану овощем, да? Я перестану соображать. На самом деле нет. Сейчас много современных препаратов, у них минимум побочных эффектов, они хорошо работают, если правильно подобраны, и подобраны именно на определенную патологию. Вот. А правильно, чтобы подобрать, там ведь тоже нужен опытный путь. То есть тебе выписывают один препарат, Да. ты пробуешь его, если он тебе подходит, ты оставляешь, если нет, то значит идешь за другим препаратом. Да. То есть это Терапия такая меняется. достаточно непростая дорога, долгая. Да, и вот из опыта, что люди вот старше 40, наверное, лет, да, они с большим страхом относятся к назначению препарата, да, чем молодежь? Вот молодежь. Молодежь намного так, более открытые, более спокойно относятся. Но есть ведь случаи, когда после антидепрессантов человек уже не может справиться сам со стрессом, то есть он перестает их пить, например, а потом какая-то стрессовая ситуация, он понимает, что он не справляется, и он снова начинает пить антидепрессанты. То есть это такое, как костыль, который ты уже потом не можешь отпустить. Такое ведь тоже есть? Да, да. Ну, это больше в практике психиатров так получается, когда они назначают препараты, например, при той же депрессии, да, либо при тревоге, то обязательно рекомендуется еще психотерапия, то есть работа с мыслями. И какие-то антидепрессанты серьезные, они только их можно получить по рецепту в аптеке, но есть еще антидепрессанты или, может быть, просто препараты, которые уменьшают тревожность, снижают кортизол, который можно купить без рецепта в аптеке. И человек может, в принципе, сам, так и поступают люди в какой-то ситуации, вот пойти купить этот препарат, пропить его, чтобы полегче относиться к реальности. Это правильно? Ну, эти препараты тоже больше из сферы маркетинга. Да вы То что? есть, да, может быть, в качестве плацебо. То есть они вот я вот что-то делаю, как бы, чтобы снизить тревогу, надо что-то делать, действовать. И они вот начинают принимать препараты. Либо, например, когда у нас человек тревожный, начинает копаться в себе, что-то болит, он начинает беспокоиться, надо что-то делать. Он идет, например, обследоваться, куча обследований проходит, и вроде как успокоился. То есть нужно что-то делать, чтобы уровень тревоги снизился. Вот это тоже, как бы из той же серии. А на самом деле такому человеку нужно тогда пойти к психиатру, да? Да. И выбрать себе антидепрессант. Да, ну сейчас вот много людей стало приходить именно к неврологу, потому что не очень приятно звучит, я записан к психиатру, да. Ну, неврологи вот тоже могут как бы иногда, если что-то вот легкая тревога, могут вот с этим помочь, особенно если она сочетается с болями. Эдуард, ваши пациенты, наверное, же тоже нуждаются, да, в какой-то вот такой терапии, потому что все равно же это стресс, какое-то такое серьезное заболевание, операция, где тебе будут позвоночник там вырезать, это тоже нужно как-то быть готовым морально, это же всегда страшно. Конечно, любая операция, это звучит достаточно страшно,
И есть пул пациентов, которые страдают паническими атаками. Да, таким пациентам, конечно, безусловно, на предоперационном этапе нужна коррекция такого эмоционального состояния, скажем так, да, и плюс вот эти вот препараты, мы же их применяем для лечения хронической боли, то есть лечение по-научному называется хронический персистирующий болевой синдром, когда человека лечат, но боль не проходит, и вот эти вот препараты не являются методом выбора лечения данных пациентов. Перебью вас, мы очень скоро вернемся. 4 минуты, короткие рекламы. Оставайтесь. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. В нашей студии врачи, в нашей студии невролог Маргарита Воробьева и нейрохирург Эдуард Воробьев, муж и жена. Такие красивые гости, такая красивая супружеская пара, и еще и в профессии вы так вместе. Мне так всегда интересно, когда люди так находят друг друга. Это прям, мне кажется, какое-то удивительное счастье, что вот так вот гармонично, и одна тема интересна. Прям так белой завистью я на вас смотрю. Дорогие друзья, если у вас есть вопросы по неврологии, к врачу-неврологу, невропатологу, да, раньше называли этого врача, и к врачу-нейрохирургу, то вы можете позвонить по телефонам прямого эфира 32 00 66, 32 11 66. Звоните, задавайте свои вопросы. А я, наверное, тоже начну задавать вопросы от наших потенциальных слушателей и зрителей, которые я собрала до эфира. Спрашивают про храп. Это вот, Маргарита, наверное, вопрос к неврологу, да? Насколько храп естественный процесс, или это все-таки какой-то такой симптом, который говорит о том, что в организме не все хорошо? Так, есть такое заболевание, как обструктивное апноэ сна. Да? Это когда человек ночью храпит, и периодически у него возникают задержки дыхания. Он как бы определенное количество времени не дышит, не может дышать, так как мягкие ткани, они заваливаются и перекрывают дыхательные пути. И в этот период возникает гипоксия мозга, снижается сатурация кислорода, мозг испытывает дефицит кислорода, мозг начинает будить организм, да, проснись, снова мышцы Храпом. Напрягаются. Нет, не храпом. А чем? Подает сигнал. Человек немножечко просыпается, он может этого не помнить, просыпается, снова начинает нормально дышать, и уходя в сон, у него снова мышцы начинают расслабляться, и снова дыхательные пути перекрываются. Какие есть симптомы обструктивного апноэ сна? Да, это вот гипертония. У таких людей может быть сахарный диабет, это лишний вес начинает расти, дневная сонливость, вялость, да, потому что они за ночь, получается, не высыпаются, не восстанавливаются. И обычно они приходят с жалобами, например, на головные боли, на вялость, на снижение какой-то вот дневной активности. И днем хочется все время спать. Говорит, я сплю, не могу выспаться, всю ночь сплю, днем тоже хочется спать. Говорю, а вы храпите? Ну, да, моя супруга говорит, что да, храплю. Вот. Необычно бывают достаточно такие тучные. И обычно обструктивное апноэ сна, оно вот сопровождает человека прям годами, десятилетиями. Только вот спустя 20-30 лет ему выставляют диагноз и уже прописывают такое нужное лечение. Ну, а если человек знает о том, что у него гипертония, там высокое давление, да, если он знает, что у него диабет и стоит на учете по этим заболеваниям, но храп остается, это уже как, ну, все просто данность и все. А можно пройти обследование. Например, у нас в Якутске можно пройти кардиореспираторный мониторинг, есть такая возможность. А так вообще в идеале нужна полисомнография. Это такой метод исследования, где человек приходит в стационар, там спит, на него надевают много-много датчиков, и уже потом собираются все эти данные и определяется, насколько часто у него такие вот периоды апноэ развиваются во сне и ставится степень тяжести. А так пока до обследования можно, например, дать простые рекомендации, можно пришить на своей пижамке кармашек сзади и класть туда мячик. Вот тогда человек, например, спит и переворачивается на спину, и ему становится неудобно, он обратно поворачивается на бок. То есть сон на боку самый такой оптимальный при храпе. Сон на спине самый такой опасный. Да вы что? Да.
как интересно. Но потом во сне возьмешь этот мяч, выкинешь и все-таки уляжешься на спину. Я почему сказала, что будет храп, потому что люди некоторые же говорят, что я так сильно храплю, что я сам просыпаюсь от собственного храпа. Я поэтому подумала, ничего себе, у нас какой умный организм, что у нас вот таким симптомом, да, что у нас будет. Оказывается... Там причин храпа очень много. Это может быть каталор, патология, да? Может быть недоразвитие нижней челюсти, когда челюсть маленькая, а ткани языка крупные, все равно вот сужаются дыхательные пути, там надо обследоваться. В общем, человеку, который задает такой вопрос, что храп это ненормально, да, это все-таки организм говорит о каких-то сбоях. Давайте я, наверное, буду вот один вопрос Маргарите задавать, да, второй вопрос Эдуарду, и так вот пойдем. Так, вот смотрите, вопрос нейрохирургу. Массаж, мануальная терапия, иглоукалывание. Насколько это эффективные методы и насколько они вообще употребимы и годны, если у человека есть какие-то проблемы с позвоночником, в пояснице, там, например, протрузии, грыжи, может быть, вот после операции, когда там есть инородное тело. Ну, говоря об этих методах лечения, тут надо, самое главное, сделать правильную диагностику. То есть перед проведением какой-нибудь там мануальной терапии, да, иглорефлексотерапии или массажа, надо убедиться, что к этим вариантам лечения нету противопоказаний. То есть эти варианты лечения не нанесут вред. Обычно делается МРТ, и если на МРТ мы видим, допустим, большую грыжу у пациента, то такого пациента, конечно, ни в коем случае нельзя лечить мануальными техниками, потому что грыжа может сместиться, сдавить нервы, могут ослабнуть ноги, и поэтому тут, как я уже сказал, очень важна хорошая, правильная диагностика на начальном этапе, чтобы выбрать оптимальный вариант лечения. Если у этого пациента по МРТ есть небольшие протрузии или фасеточная боль, конечно, такому пациенту можно делать и массаж, можно делать и мануальную терапию, можно делать иглорефлексотерапию, можно сделать. Вот эти вот методы лечения, они подойдут пациентам тем, у которых нету таких достаточно серьезных проблем с позвоночником. Ну, то есть это если обычный миофасциальный болевой синдром, если боль исходит из мышц позвоночника, а не дискогенная боль. Такие методы, они улучшают и снижают выраженность болевого синдрома. То есть, если есть грыжа, то не надо никакой не мануалить, ничего вообще не нужно делать человеком. Если есть грыжа, то мануальную терапию делать не надо, потому что она сопряжена с высокими рисками развития нежелательных явлений, но там существует ряд других вариантов лечения, которые именно направлены на лечение грыжи. А вот бывает, что после массажа человек себя как-то иначе чувствует. Например, у него может подняться там давление после мануального особенно, да? Или, например, горит это место, которое ему массировали. Это нормальное проявление или организм как-то дает понять, что нужно остановиться? Потому что мы же знаем сейчас, что есть много, да, массажных кабинетов, где предлагают такую услугу, и не всегда она необходима. Просто это, тоже маркетинг. Тут, конечно, надо ориентироваться на свои ощущения. Если массаж, он очень болезненный, вызывает неприятные ощущения, темнеет в глазах, конечно, такой массаж делать не надо. Если после массажа какая-то возникла боль, и она не уходит в течение длительного времени, день, два, три, то можно насторожиться. Обычно после массажа боль может усилиться, но не на длительный период времени, на один день может усилиться. Если уже длительно, то это не очень хороший знак. Обычно такое бывает при хронической боли. Любое воздействие внешнее, да, манипуляция не только усиливает боль при хронической боли. Тогда лучше вообще ничего не делать, какие-то другие методы. Нужно подобрать терапию. А вот растяжка. Можно. Растяжка, наверное, всем, да, нормально. Смотря какая растяжка и какие изменения на магнитно-резонансной томографии находим, мы от этого и отталкиваемся. Есть растяжки достаточно безопасные, есть растяжки не очень, скажем так, безопасные, да, это все зависит от того, что какая проблема в позвоночнике имеется. Допустим, при одной проблеме можно один вид сделать растяжки, при другой проблеме другой вид растяжки можно сделать, а если какой-то сложный комплекс имеется, то вот эти вот растяжки не могут быть
опасные, а при каких-то незначительных проблемах с позвоночником, ну, любые растяжки можно делать. У нас есть, спасибо, вопрос от слушателя или зрителя. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, слушаем вас. Тимофеева Валентина Савична. Хотелось бы задать вопросы вот Воробьеву. А вы наденьте, пожалуйста, наушники, вам же не слышно, я забыла сказать. Ой, наушники, да. Нет, это я говорю гостю студии. Да, слушаем вас. Вопрос ваш, У Валентина. меня очень длинный. Покороче, пожалуйста, постарайтесь, потому что у нас времени мало. Ой, даже не знаю, это неврологу или психиатру, потому что... Вот. Да, задавайте ваши вопросы, мы сейчас подумаем и ответим как раз. Мгм. В общем, этим летом ничего не предвещало бы. Я уехала в отпуск, и уехала я в деревню. Уехала, увидела дядю, худощавый, весь уже болевой, как бы, да. Я обратно приехала в город Якутск, приехали на обследование. Ну, в итоге в конце, у него обнаружили опухоль, из-за чего человек умер. У меня начались судороги, треморы, нервные срывы. До этого я занималась 3 года спортом, и я была и у невролога, и у психиатра, у психолога. Невролог мне поставил остеохондроз, в РБ-2 мне дважды поставили остеохондроз, назначили кучу лекарств. А вот в Воробьевом, именно клиника боли, я обратилась к Монастыреву, невролог. Он назначил мне успокоительное, а я отправил меня к психотерапевту. Что психотерапевт мне назначил? Феварин. Это очень такой дорогущий, ну, не такое легкое лекарство. Сейчас он мне дает какое-то головокружение, могу упасть в обморок. Я изначально подумала, что это позвоночник. Я МРТ делала, а по позвонку, по сегментам есть какие-то такие изменения. А Монастырев мне показал по МРТ, по компьютеру, что у меня не так уж там воспаления нет, протрузии мало, грыжи нет. В общем, у меня вот до сих пор я пью хоть и антидепрессанты, но у меня вот эти симптомы не исчезают. Ночью какие-то удары током, просыпаюсь 2 часа ночи с тахикардией, в 5 утра могу находиться по больницам. Я сама медик, но вот почему-то я не понимаю, от чего это. Я хотела вот попасть именно к Эдуарду, именно с позвоночником, но почему-то я попала в Монастыреву. Валентина, спасибо. Ваш вопрос, и что вам делать дальше, да, при таком наборе симптомов? Угу. Вы можете свой телефон режиссеру оставить еще, вы пока трубку не кладите, вот врачи вас выслушали, сейчас попросим прокомментировать. Ну, конечно, нужен очный осмотр с проведением тестирования. Мы ваш телефон найдем, вы оставите ваш телефон, мы с вами свяжемся. Я думаю, мы вызовем вас на очную консультацию, посмотрим и уже там будем разбираться, потому что в рамках эфира, к сожалению, сейчас в полной мере поставить диагноз, да, только по одним жалобам невозможно. Так что вы оставьте, пожалуйста, свой номер, и мы с вами свяжемся. Вот прям я свои слова еще раз процитирую, что все вот болезни от нервов, вот перенервничал человек, да, такая беда случилась с родственником, и вот как-то пошло, все, и вот все здоровье рассыпалось. Еще вопрос к Маргарите про мигрень. Вот про мигрень очень много говорят, тоже, кстати, что есть психосоматические первым пунктом, да, проблемы какие-то, насколько действительно это психика задействована или все-таки это больше телесное, и при таком заболевании вообще излечимо ли оно, что делать, и какие первые симптомы этого заболевания. Я вот вопрос задала, а у нас есть еще телефон, вопрос от слушателя или от зрителя, как поступим? Выслушаем, наверное. Да. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Представьтесь, Вопрос, пожалуйста. Меня зовут Алина. Я хочу спросить, существуют ли какие-нибудь безоперационные методы, потому что я не хочу идти на операцию, а у меня грыжа. Спасибо большое за вопрос. Коротко.
лаконично. Безоперационные методы лечения грыжи существуют. Сейчас есть так называемая резорбция грыжи межпозвонковых дисков. Еще лет 10 назад такой опции, такого варианта лечения не было, но в последнее время данный вариант лечения начинает приобретать достаточно большую популярность, да, особенно в крупных городах, в Москве, в Санкт-Петербурге. Суть лечения заключается в том, что вот эта вот грыжа, ее можно растворить, ее можно уменьшить в объеме, и тогда пациент перестанет чувствовать вот эту вот боль. Тут надо отметить то, что тут надо очень внимательно посмотреть снимки МРТ, посмотреть, есть показания к экстренной хирургии или не надо экстренно оперировать. Если ситуация, скажем так, контролируемая, да, если нету острых неврологических нарушений, то тогда можно при помощи современной физиотерапии добиться уменьшения размеров вот этой вот грыжи без хирургического вмешательства. Как классно. А есть какие-то возрастные ограничения, чтобы вот такое, как это, растворить грыжу? Так звучит хорошо. Но в основном ограничения по сопутствующей патологии, там сахарный диабет, может быть гипертония, проблемы с сердцем, поэтому для этого, конечно, нужен очный осмотр, чтобы понять, выяснить, подойдет этот метод лечения или нет. В любом случае лечение должно быть персонализированным, да, всех, конечно, вылечить только одним методом невозможно, и поэтому есть совокупность. Кому-то подойдет такой метод, кому-то там хирургический метод лечения подойдет. Спасибо, Эдуард. И в самом конце, может быть, что-то успеем сказать тем, кого интересовал вопрос по мигрени. Мигрень – это первичный тип головной боли. Вообще видов головных болей около 400. 400 видов головных болей. Да. И они делятся на первичные и вторичные. Первичные, когда они возникают сами по себе, без причины. Вторичные, когда у них есть какая-то первая причина. Например, при гриппе болит голова. Грипп закончился, человек выздоровел, головная боль тоже пришла. Это вот вторичный тип головной боли. И мигрень, она относится к первому типу. Да? Человек с мигренью, он изначально рождается с предрасположенностью к мигрени, и она может дебютировать, то есть впервые появиться в любом возрасте. Она не всегда сопровождается головной болью. Например, у детей бывает абдоминальная мигрень, то есть болит живот, да, ритмично раз в месяц, например. Да? И там именно причина в особой биохимии головного мозга. И вы спросили про психосоматику. Да? Действительно, частым триггером для развития приступа мигрени является стресс, переутомление, тревога. Спасибо вам большое. Наше время подходит к концу. У нас минута до конца эфира. Мне очень понравилось с вами беседовать, и я приглашаю вас еще в нашу студию. И, наверное, думаю, что нужно будет собрать поактивнее вопросы от наших слушателей и зрителей. Еще и остались мы не на все ответили. Вот, поэтому спасибо вам большое. Может быть, есть пару слов, которые вы хотите сказать в завершении эфира. В завершении эфира хотелось бы, конечно, вас поблагодарить, что предоставили возможность такой выступить в таком замечательном формате. И для наших зрителей хотелось бы сказать, чтобы они относились к своему здоровью более, скажем так, не более насторожно, а более внимательнее, да, то есть это физическая активность, побольше ходить, хорошее настроение, и тогда, конечно, все будет нормально. Спасибо вам большое, слушателям и зрителям, спасибо за ваше внимание, всем хорошего настроения и будьте здоровы, хорошего вечера.